тебе. Алейкум салам. Салям. Алейкум салам. Поняла, что мне это необходимо, потому что я казашка, взрослая, скоро появятся дети. Ну, во-первых, то, что я по национальности казах, ну и, соответственно, все равно нужно стремиться знать свой язык, хотя бы иметь стремление. А в идеале, конечно, знать и говорить на нем. Потому что это мой родной язык, как говорят, өзім тілін бәрін біл, өзім тілін құрметте. Ну, во мне как-то, не могу сказать, что сразу, но постепенно проснулось национальное самосознанием. Кстати, вот раньше у меня была ситуация, когда я ездила в гости к родственникам мамы в Уральск, и такая ситуация складывалась, когда со мной разговаривали на казахском мои родственники, там опашки, аташки. Я к своему стыду не могла с ними даже связать пару слов. Ну, собственно, наверное, это и поспособствовало в будущем пойти изучать казахский язык. Изучение любого языка, второго, да, то есть оно развивает человека, способствует его личностному росту. Я его знаю не в совершенстве, даже не среднее, немножко. Родители, мама, то есть разговаривает довольно хорошо, и мне как-то неловко. Не знать свой язык, это, мягко говоря, неловко. Я решил его выучить, и, чтобы знать, чтобы мои дети знали в будущем, чтобы мои внуки знали в будущем. После курса, курс мне хорошо помог, я уже могу базово хотя бы разговаривать, могла базово разговаривать. То есть, зная какие-то переводы слов и накладывая на них грамматику, уже можно связать предложение, потому что, допустим, зная отдельные слова, но не зная правил, соответственно, получается очень странное предложение, можно разговаривать как иностранец, поэтому курсы хорошо мне помогли в этом. Я могу связывать цельные предложения, общаться уже. Но по сравнению с тем, что было до курса, то есть результат есть налицо. Хотя бы основы грамматики, основы разговорного языка я получил. То есть можно применять эти знания теперь на практике. Начала немного говорить, выучила грамматику немного, читаю, пишу. На бытовом уровне я разговариваю, понимаю практически все, наверное. На 5 с плюсом. Она дает очень хорошо материал, очень легко его дает. Довольно-таки все понятно, системно. Самые основные правила, которые необходимо знать хотя бы для базового разговорного казахского, они даются. Самые элементарные. Я думаю, каждый прошедший 3-месячный курс казахского языка, он хотя бы пару слов уже связать сможет понять человека, который будет с ним разговаривать на казахском языке. Я думаю, это ли недостаточно. А далее нет предела совершенству. Если человек трудится, совершенствуется дальше, я думаю, можно вообще в совершенстве им владеть в последующем. Высоко оцениваю. Энергичная, правильная, постепенная, удобная, в общем, для изучения, особенно для начинающих. Потому что она подает предмет не в нудной форме, то есть я не скажу, что в игровой, но ее очень интересно слушать, потому что она рассказывает жизненные вещи, то есть мы проходим те темы, которые нам понадобятся в жизни, то есть не какие-то там узкие темы, о которых мы вообще не будем говорить, мы не будем вообще вспоминать о них, поэтому мне очень нравится Жазира Апа вообще как человек и как преподаватель. Жазира Апа очень хороший преподаватель, я у нее учился игре на думбре. Вот сейчас она преподает казахский язык. Результаты ее преподавания я уже вижу, потому что те люди, которые закончили 1-2 поток, у них есть база знания языка, и они уже могут, в принципе, общаться между собой, я думаю. Если у человека нет возможности посещать школу, приходить там 2-3 раза в неделю, то он может сделать это из любого уголка, не знаю, мира вообще, в принципе. В других школах нет Жазира Апы. Құрметті қазақтар, келіңдер курсқа қазақша сөйле, қазақша үйреніңдер, қазақша сөйлеңдер. Біз қазақпыз ғой, біз қазақша сөйлемесе, кім енді сөйлейді? Зор денсаулық, мол бақыт сіздерге, сау болыңыз. Кездескенше. Рахмет, сау болыңыз.